До сих пор знатоки-филологи спорят, кто же из классиков, Гоголь или Пушкин, сказал, что в России две беды – дураки и дороги. В конце концов, не столь важно, кто это сказал, важно то, что ничего не изменилось, скажете вы. На что я отвечу, некоторые положительные сдвиги в решении вопроса дорог в нашем городе все же есть. Итак, давайте разберемся с вами вместе в нашей передаче «Открытая студия». 24 августа наша съемочная группа совместно с активистами Дорожной инспекции ОНФ и проекта «Дорожный контроль» общественной организации «Гражданская инициатива», представителями администрации и ГИБДД провели рейд для оценки нормативного состояния автомобильных дорог нашего города. Особое внимание решили уделить убитым дорогам, гарантийным участкам и местам частых дорожно-транспортных происшествий. О том, что на улице Железнодорожной в конце прошлого года произошло 2 ДТП, можно и не напоминать. Наверняка канашцы еще помнят, как это было, хотя бы на уровне слухов. Одни сетовали на новую гладкую дорогу, где не грех прокатиться с ветерком, другие же на обычную человеческую невнимательность. Чтобы это исправить, сотрудникам ГИБДД было предложено повесить над пешеходным переходом в районе железнодорожного вокзала дублирующие знаки и улучшить освещение в темное время суток. Знаком до боли водителям и ливневый люк под тоннелем, который во время дождей превращается в лужу огромных размеров. Замерив люк, было определено следующее. Превышение от нормы 4 сантиметра. А это серьезный показатель, который напрямую влияет на безопасность движения. Начальник отдела строительства администрации города Наталья Базунова поставила задачу перед главным инженером общества с ограниченной ответственностью «Транспортник» исправить нарушения в кратчайшие сроки. Дорога по проспекту Ленина не сильно удивила нас своими многочисленными выбоинами и всем остальным. А вот пешеходный переход, ведущий в никуда, рядом с детской поликлиникой, ввел дорожный контроль в недоумение. Но что есть, то есть. Это признали даже городские власти. Тут же незамедлительно рассказав, что уже в 2018 году планируется начать реконструкцию дорог от улицы 30 лет Победы до улицы Карла Маркса и от улицы Карла Маркса до улицы Ильича. В течение 3 лет поэтапно дорога будет расширена, установлена ливневая канализация и дренажная система. Также будет проведено благоустройство прилегающей территории. Еще не забыта жителями нашего города проблема автодороги по улице Ильича, разбитая, с огромными выбоинами, открытыми канализационными колодцами. Она до сих пор будоражит память жителей микрорайона ВРЗ. Сейчас здесь ничто не напоминает об этом. Но все же в избежание ДТП или каких-либо нарушений на дороге будут установлены лежачие полицейские и пешеходные ограждения. В этом нас уверил начальник отдела ГИБДД по городу Канаш Александр Яковлев. Одноименная с именем писателя улица Карла Маркса просто пугающе действует на автомобилистов. Здесь нельзя найти ни единого живого места. Ямы, ухабы, разрушенный асфальт. Дорога на универбазу, скажете вы. Нескончаемый поток машин разногрузов. Это и приводит к таким плачевным последствиям. Но хочу напомнить, что на этой дороге был проведен ямочный ремонт еще 2 года назад. Это, к сожалению, не спасло ситуацию. Но, как утверждает начальник отдела строительства, в следующем году эту улицу ждут кардинальные изменения. Сегодняшняя поездка показала, что проблем в Канаше хватает. Это и малое количество дорог с твердым покрытием в частном секторе, и интенсивное разрушение дорожного полотна на основных улицах, и места концентрации ДТП. Но также для себя отмечаем, что органы власти и дорожные службы работают в тесном взаимодействии, чтобы дороги города были качественными и, что не менее важно, безопасными. Так резюмировал итоги рейда региональный координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ», руководитель проекта «Дорожный контроль» общественной организации «Гражданская инициатива» Илья Васильев. В нашу студию нередко обращаются активные граждане города, всерьез обеспокоенные положением дел на автодорогах, с предложением показать и рассказать о их состоянии. Мы охотно отмечаем эти моменты. И сегодня нам остается надеяться, что своевременные сигналы канашцев, плюс профессиональные действия сотрудников ГИБДД, а также усилия органов власти непременно будут приводить лишь к положительным результатам. Марина Баринова, Павел Шевченко. Открытая студия.